Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы!» В студии для вас работают Сабина Саякова и доктор Евгений Грапов. Мы поведаем вам о том, как сохранить и приумножить самое ценное. Говорить о вашем здоровье вместе с нами будут лучшие профессионалы страны. Ну что, начинаем? Начинаем! Смотрите сегодня. Безмолвный убийца. Как распознать гипертонию и чем она опасна? Волшебная ягода. Целебные свойства винограда. Если вашему попугайчику на вас начхать, зоонозы. Как не заразиться от домашнего любимца. А прямо сейчас медом, йодом, ягодным соком. Как избавиться от лишая. На коже появилось что-то красное и чешется. А вдруг лишай? Люди очень часто ставят сами себе подобный диагноз. Только при одном слове «лишай» бросает в дрожь. Ну, а идти в поликлинику люди многие как боятся. Ну и, как следствие, начинают лечиться дома. Наша сегодняшняя героиня знает множество народных способов по борьбе с лишаем. Прошу. Давайте о них узнаем тоже. Проходите к нам. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гульзара. Отлично, Гульзара. А что вы принесли сегодня вот с собой? Что в этих баночках? Расскажите нам. Я принесла сегодня вам йод, Так. клюкву, Так. мед. Мед. Это все народная медицина. Это все применяется в домашних условиях. В борьбе с лишаем? В борьбе с каким лишаем, образом? да. Вы знаете, это все наносится именно на те участки, где именно образовались эти красные у вас пятна. Одновременно или по какой-то очередности? Это идет поэтапно. Допустим, неделю можно йодом пользоваться. Также можно 2-3 дня периодически клюквой, соком клюквы пользоваться. Соком клюквы. Угу. Вы его надкусываете, образуется сок. Вы его просто мажете. Откуда такие глубокие познания в народной медицине, Гульзара? Кто вам их передал? Ну, это, конечно, моя бабушка. Ваша бабушка была целительницей? Ну, она не была целительницей, просто она знала всю мою проблему, и она всегда склонялась к народной. Лишай сопровождает вас с детства? Да. Ну, как сейчас успехи? Слава богу, сейчас все хорошо. Народная медицина помогла? Помогла. Ну и также мед. Медом просто нужно смазывать также это можно место. Смазываться, да. Но вы сами понимаете, что можно также использовать чернила. Обычные чернила, которые вот ручкой вот мы пишем, те же самые чернила, также выдавливаете, также наносите. Эффект такой же получается. Красноту убирает, раздражение, все снимает. Евгения, вы знали об этом? А вы знаете, я вот стою и думаю, Гульзар, вы всю жизнь лечитесь народными Несмотря на то, что уже никак его не 21 вылечите. век, и медицина продвинулась так далеко. Вас не наталкивало это на то, что, может быть, все-таки лечение не совсем качественное, корректное, может быть, не хватает какой-то классической основы для всего Потому этого? что выздоровление не наступает. Да. Ну, вы знаете, я пришла к вам поделиться и, наверное, попросить содействия. Спасибо большое. А посодействует нам в этом эксперт. Сегодня у нас в студии врач-дерматокосметолог Жайлыбаева Алтынгуль Сайлаубаевна. Встречаем. Доктор, присоединяйтесь к нашей милой беседе. Прошу. Без вашей помощи нам не обойтись. Расскажите нам, пожалуйста, что такое лишай и как его лечить? Ну, вообще под названием лишай это как бы народное название. Под ним скрываются десятки кожных различных заболеваний. Даже такое заболевание, как псориаз, по-другому называется чешуйчатый лишай. Просто одни виды лишая, они протекают в более легкой форме и даже могут проходить сами. Но другие виды лишая могут приобретать более длительное, тяжелое течение. И не получая соответствующего лечения, они могут переходить в какие проходят сами? Ну, допустим, это вот как раз-таки розовый лишай. Розовый лишай, то есть самый распространенный лишай. Самый распространенный, да. Дело в том, что этиология у него неясна. Соответственно, данное заболевание само появляется и также само исчезает. Соответственно, и при применении народных средств он в любом случае пройдет сам по себе. Он по-любому, да, пройдет. А люди считают, что да, эффект наступил. Давайте мы посмотрим на картинке, как выглядит розовый лишай. Да? Подойдем, доктор. Итак, вот наши кожные покровы, да? Они имеют четко очерченные края, имеют определенную окраску, немножечко возвышаются над поверхностью кожи. Но опять-таки лишаи бывают разные, поэтому все равно необходимо пойти к врачу для того, чтобы отличил. Это да, это действительно розовый лишай, а может быть это стригущий лишай, а может быть опоясывающий. И, соответственно, люди занимаются самолечением. И если это розовый,
излечение наступает в любом случае. Да. То есть он проходит сам собой? Да, он проходит сам собой. А вот этот вот вид лишая? Это один из видов розового лишая. Просто он имеет уже немножечко затяжное течение. Да? И находится уже на стадии разрешения. Вот и все. А что касается стригущего лишая? Стригущий лишай – это вот как раз-таки тот самый лишай, Вот который передается нам от наших любимых домашних животных. Это кошек, собак. И здесь мы уже вот видим, смотрите, да, кожные образования. да, здесь уже имеются небольшие осложнения. И нужно обязательно знать, что у этого вида лишая основным этиологическим фактором является грибок. Грибок. И, соответственно, никакие вот наши народные средства уже бессильны. не помогут. Но вот именно при этом лишае иногда мы используем йод. Но нужно уметь использовать йод, потому что бесконтрольное использование йода может привести к возникновению ожога. А как еще стригущий лишай лечить? Там и назначаются, все зависит от степени выраженности. Если легкая форма, то использование местных различных мазей, шампуней приводит к полному разрешению данного заболевания. Если уже заболевание идет как длительно текущее, либо хроническую форму, то там обязательно назначаются дополнительные препараты внутрь. То есть, как мы говорим, препараты общего воздействия. Но вы не закончили. Как правильно употреблять йод при лечении, в частности, стригущего лишая? Расскажите. Ну вот смотрите, именно мы, врачи, прежде чем, давайте я уточню, что оно используется дополнительно к противогрибковому лечению. Основному лечению. Да, самостоятельно использовать его тоже смысла нету. Его используют после проведения пробы, так как йод считается очень аллергичным продуктом. Используется на сухую поверхность 1 раз в день. Так. Но наши пациенты любят как делать? Бесконтрольно. Да, и 5, и 6 раз в итоге мы получаем либо хороший ожог, либо какие-то кровоточащие раны. Либо и лишай, и ожог. Да. Вот, и да. лечение уже комплексное. Вот, и получается, что мы уже лечим совсем другое. И еще один вид лишая. Да, еще один наиболее часто встречающийся лишай – это Опоясывающий. опоясывающий лишай. Но чем он отличается от стригущего? Тем, что здесь немножечко другая этиология. Здесь вирусы. Основную роль играют вирусы. Соответственно, вот при этом виде лишая даже наша противогрибковая терапия не поможет. Что же делать? Необходимо назначать именно противовирусные препараты. Как правило, вот этот вид лишая имеет такое длительное, более тяжелое течение. Затяжное, да? Да, поэтому помимо противовирусных препаратов обязательно необходима иммунокоррекция, то есть препараты на повышение иммунитета. И вот как раз-таки в этом случае вот мед, клюкву можно употреблять внутрь только для повышения иммунитета, но не для обработки поверхности. А объясните, пожалуйста, почему, вот объясните, пожалуйста, нашей героине, почему все-таки вот эти народные средства в виде смазывания не работают? Тот же самый, вот раньше, да, использовали мед, использовали деготь, обрабатывали какие-то раневые поверхности, потому что он обладает мощным антимикробным действием и ранозаживляющим. Но именно при лишае причина возникновения – это не микробы, это либо грибки, либо вирусы. Соответственно, микробов нет, воздействия не будет. Опять-таки, при лишае нету открытых ран. Смысл назначать вот это вот для поверхностной обработки. Тоже эффекта не будет. Возможно, наша героиня, используя данные препараты, немножечко повышала свой иммунитет, организм начинал бороться. Потом, после прекращения приема этих препаратов, иммунитет снижался и клиника возобновлялась. Вот и все. Скажите, а как определить самостоятельно, что это именно лишай, а не простое раздражение на коже? Ну, один из видов вот именно стригущего лишая мы можем определить при помощи лампы Вуду. Что происходит? Просвечивание. Там используются определенные лучи. И данная проба проводится в темноте, и под воздействием данных лучей просто очаг поражения светится либо желтым, либо зеленым цветом. Ну, это получается в медицинском учреждении можно. Нет, просто многие люди имеют данные лампы, и, соответственно, они могут. Ну, а самим все-таки заниматься самодиагностикой, это не совсем верно. Совершенно верно. По идее, люди должны к нам обязательно прийти, при этом не трогая пораженную поверхность, не используя никакие мази. Врач должен обязательно взять соскоб, взять анализ крови. Только на фоне данных обследований мы можем выявить основного возбудителя и назначить правильное лечение. Скажите, Гульзара, вы уверены, что лечили лишай,
Обращались ли вы к специалисту? Нет. Нет. Это были мои предположения, мои догадки были, мои убеждения, так Гульзара, скажем. ну а теперь? Ну, думаете? теперь я, наверное, скорее всего, я обращусь к специалистам и действительно пойму, действительно ли у меня лишай. И я бы хотела бы еще уточнить такой вопрос. Можно, влияет ли это, допустим, на дальнейшее, передается ли это детям? Как правило, данный лишай, если вот он имеет вирусную этиологию, бывает. Если вы имеете в виду наследственный характер, то нет. Но если, допустим, это также стригущий лишай, получается... Контактный путь передачи, да? Контактный путь передачи, когда мы его получаем от наших домашних Полотенца, животных. дверные ручки, там собачка, кошечка и так далее. То есть как посредник, да? Да, то в этом случае может, заболеть вся семья. И все. Ну, а я хочу поблагодарить нашего эксперта, я хочу поблагодарить нашу гостью и добавить от себя, пожалуйста, и вы, Гульзара, и вы, уважаемые зрители, не экспериментируйте, не пренебрегайте консультацией врача-специалиста. Выходит, здесь все просто. Обнаружил симптомы – иди к врачу. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением. И, конечно же, смотрите нашу программу. Дальше в программе. Почему котенок выглядит грустным и усталым? И как его хозяину не стать таким же? Избежать утреннего инфаркта несложно. Какие ошибки совершает большинство гипертоников? Полезная ягода на десерт. Прямо сейчас подробности о винограде. До 20 тысяч сортов этого растения насчитывается во всем мире. Разнообразие больше даже, чем в яблоках. Сегодня мы будем говорить о винограде. И поможет нам в этом представитель винодельческой компании Асем Тусубаева. Здравствуйте, Асем, проходите к нам. Здравствуйте, Асем. Здравствуйте. Ну а вы, кроме как в вине, в каком виде еще любите и употребляете виноград? В свежем виде и в виде изюма. Здорово. А у нас со своим мнением есть телезрительница, которая приехала к нам сегодня. Здравствуйте, проходите к нам. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, вы любите виноград? Да, я очень люблю виноград. Я считаю, это самое вкусное. Прошу к столу. Давайте разбираться в этом фрукте подробнее. Итак, перед нами виноград. И что вы нам, Асем, расскажете о нем? Чего мы еще не знаем? Почему он полезен? Ну, по составу различные сорта винограда, они отличаются. Есть более полезные и чуть-чуть менее полезные. Допустим, более полезные – это черный и красный виноград. И я скажу почему. Дело в том, что в начале 90-х годов весь медицинский мир обсуждал так называемый французский парадокс. Суть французского парадокса в том, что, как оказалось, французы гораздо реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть на 40% меньше, чем в других странах. Также, как оказалось, французы на 2,5 года живут дольше, чем в других странах мира. Секрет в том, что они любят красное вино. Да, и вино, так и виноград обладает большим количеством полезных веществ, флавоноидов. Вот, флавоноиды благоприятно влияют на организм человека. Я хотела отметить, что для сердечно-сосудистых заболеваний, кто страдает этими заболеваниями, для них полезно есть виноград. И дело не только во флавоноидах, также в том, что в нем большое содержание калия. Калий нормализует ритм сердца. Флавоноиды, Итак, вы говорите, калий что это? – это работа сердца. Вешаем нашу табличку с сердечком. Продолжайте. Также полезен не только для сердечников, в том числе и для тех, кто хочет укрепить свой организм. Да? То есть в целом мы укрепляем иммунитет, да? Своего рода барьер, щит, защита, да, перед различными... Верно, потому что в винограде большое количество витамина С. Иммунитет. Да, а также витамин П, который способствует усвоению именно аскорбиновой кислоты. Вот так вот. Да, да. На какие еще органы и системы может влиять употребление винограда в разумных количествах? В разумных количествах виноград благоприятно влияет на работу почек. Почки? Почки, да. Он способствует выведению из почек мочевой кислоты, токсинов. Татьяна, вы знали об этом?
Но я догадывалась, что для сердца виноград очень полезен. Ну и очень много нового узнала. А в косметологии используется виноград? Используется для того, чтобы сохранить молодость, улучшить цвет лица. Вы можете есть виноград. Раньше ведь даже, когда не было косметики, да, яблочком, виноградом красавицы смазывали щечки, чтобы придать более здоровый румянец. Итак, цвет лица, красота. Замечательные советы, замечательная информация. Асема, я еще слышала, что существует какая-то методика лечения виноградом. Что это? Да, в медицине есть такое понятие, как ампилотерапия. Это лечение виноградом, но точнее не самим виноградом, а виноградным соком. Продолжительность лечения от 3 недель до месяца. Но такое лечение сам себе человек назначить не может, только врач. Суть лечения заключается в том, чтобы стабилизировать обмен соли и воды в организме. А существуют ли противопоказания? Ну, люди, которым, допустим, не показано есть виноград. Не показано есть виноград тем, кто желает похудеть. Да, потому что здесь огромное количество сахара. Татьяна, вы такая большая любительница винограда. Наверняка у вас есть парочка рецептов, с которыми вы бы хотели поделиться с нами. Да, можно сделать салат из винограда. Давайте сделаем. Берем. Пожалуйста, вот вам виноград. Берем мясистый виноград, режем его, складываем. Можно мяты добавить, это будет очень хорошо. Татьяна, а этот салатик вы готовите прямо с косточками или без? Вы знаете, прямо с косточками. Угу. То есть этот салатик можно делать из любого вида винограда? Ну, конечно, чем крупнее, тем салат удобнее. Получается красивее. Итак, мы добавили виноград, добавили Немножко, мяту. да, как медики немножко считают? посахарим. Так, это кто как любит. Так. И можно есть в таком виде. Видите, очень красиво получается. Евгений, а как медики считают, с косточками или без нужно есть виноград? Вы знаете, если будет выбор, то лучше, конечно, для салата выбрать виноград без косточек, да, особенно если детки будут его кушать, да, потому что дети не любят вытаскивать косточки, ковыряться там и так далее, да. Вот. Но если краеугольным моментом считается сорт винограда, да, то есть предпочтение там отдается винограду с косточками, ну, конечно, можно пожертвовать этим моментом, да. Тем более много полезных веществ содержится и в косточке винограда. Самой косточки, да, верно. Или опровергните мои В слова? самой косточке содержится много полезных веществ. И есть виноград следует из того, какие цели вы преследуете, то есть с косточкой или без косточки. Если вы будете есть виноград с косточкой, не разжевывая косточки, то это будет своеобразная щетка для кишечника. Но полезные вещества из него будут усваиваться плохо. Если во втором случае, если вы будете кушать вместе с косточками, разжевывая их, то полезные вещества будут лучше усваиваться в организме. Вот ну, так. у вас салатик, я смотрю, получился такой по-настоящему сладкий салатик, потому что и виноград сладкий, и вы еще добавили туда сахар. Ну, чисто слегка. Это прямо такое вегетарианское лакомство, да? Пиршество. Ну, можно себя побаловать. Так, а как еще вы любите себя баловать? Признавайтесь, Татьяна. Вы знаете, можно сделать в виде напитка. Если как. тот же самый салат, вот в таком же виде, его размешать, добавить в стакан. Давайте. Давайте. Что говорить? Давайте делать. Так. Нам для Немножко этого подавить. Ну, подавить, да, наверное, нужно, да? Немножко. Угу. Таким вот образом. Такой Асема- чудный запах. Асема, сколько А мята винограда еще можно такой есть ароматный. в день, учитывая, что Так, в нем после так много этого. сахара, Стаканчик. так много глюкозы? 100-200 грамм, желательно не больше 1 грозди в день. Так как сахар сделает свое дело, человек начнет полнеть. Поэтому... А можно ли, допустим, запивать виноград чаем? Можно, так как виноград, он немножко плохо влияет на зубную эмаль за счет того, что в нем содержатся кислоты. Поэтому если вы запьете чаем или водой, это смоет налет. Ну что ж, полезная информация. Если все это залить еще газированной водой, То получится чудесный лимонад. да, Я прямо уже чувствую его вкус. Действительно, замечательный летний напиток. Так, и можно еще немножко подавить уже прям в водичке, да? да, чтобы сок вышел. Ну что ж, Евгений, снимите пробу. Асем, Очень вам? вкусный, освежающий лимонад.
Ну что ж, спасибо большое нашим гостям за интересные и познавательные советы. Но от себя хочу добавить, что по наблюдениям садоводов, если вы хотите вырастить хороший виноград, сажайте его там, где растет петрушка. Вот такое интересное наблюдение. Друзья, выращивайте и ешьте виноград на здоровье. Кто в доме хозяин? Вы, ваш питомец или бактерии, которые живут на нем? А прямо сейчас 120/80 – давно забытые цифры. Как самому распознать гипертонию и удержать давление в норме? Вроде бы обычное недомогание из-за перепада температур и стрессов может превратиться в серьезную угрозу для здоровья, а то и жизни. Гипертония. 50% гипертоников и не подозревают о том, что они гипертоники. Эта болезнь прекрасно маскируется под усталость или вовсе себя никак не проявляет. На самом деле гипертония в современном обществе приняла размах настоящей эпидемии. Каждый третий житель, взрослый житель нашей планеты страдает гипертонией. Задумайтесь об этом. Если вам более 18 лет, то существует один шанс из 3, что вы гипертоник. Как узнать об этом, мы узнаем прямо сейчас. И к нам в студию сегодня пришла женщина, которая и не подозревала о том, что она гипертоник. Встречаем нашу гостью. Прошу вас. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Гуля. Я раньше даже не подозревала о такой болезни. То есть никогда у меня не было жалоб, ничего. А как это произошло? Я как раз в то время устроилась на новую работу. У меня было много работы, нагрузок. Я стала уставать. И в один прекрасный день мне стало очень плохо. У меня пошли мурашки по телу, какая-то муть в глазах, головокружение. Я стала терять сознание. Тут мои к врачу коллеги... обращались, Гуля? Нет, я до этого не обращалась. Не обращались. Просто коллеги начали меня отхаживать, вызвали Это произошло скорую. Внезапно на прям, работе? Да, на работе. Я прям упала. И вот коллеги позвали скорую. Скорая приехала, осмотрела, сделала уколы. Но не забрали, не госпитализировали, Нет, да? они сказали амбулаторное лечение, попросили пойти к участковому врачу. Гуля, сдается мне, что вы просто отказались от госпитализации, как это часто происходит. Ну, в общем-то, да, работы много, я не могла работу Нет оставить. времени болеть, Да, нет времени болеть, и потом это дорого слишком болеть. Это очень печально. Да. Я приглашаю присоединиться к нашему разговору специалиста. Сегодня у нас в студии врач-хирург, кардиолог, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казахского медицинского университета непрерывного образования Абзалиев Куат Баяндыевич. Прошу вас. Здравствуйте, Куат Баяндыевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Спасибо, что пришли. Да. Давайте прокомментируем ситуацию с Гулей. Так ли уж это все незначительно, как ей кажется? Дело в том, что гипертония – это не мой убийца. И действительно, как сказала наша сегодняшняя пациентка, она и не заметила, как она вступила, это давление повысилось. И она не обследовалась самостоятельно, как мы это делаем обычно со своими машинами, проходя ежегодный контроль. А человек, техосмотр, да, вот вы сами знаете, мы обязательно должны быть. И вот техосмотр человеческий мы обязательно тоже должны проходить ежегодно. Это должны требовать работодатели. Угу. Скажите, ну вот в момент, когда человеку становится плохо, все вокруг пугаются, человек сам пугается, что в этот момент сделать нужно? Как Самое это произошло первое. у Гули? Вот давайте пройдем. А вот офис. Да, пожалуйста. Гуля сидела, проходите. работала. Вот, вдруг почувствовала себя нехорошо. Сесть? Да. Присаживайтесь. Что нужно сделать, если, допустим, прежде под рукой всего, нет конечно, лекарств? не надо паниковать. Если это у вас случится в жизни, вы прежде всего успокойтесь, спокойно дышите. Посадите человеку, которому плохо, обязательно полусидящее положение, немножко облокотиться, выдвинуть ноги так вот вперед. Если есть кто-то из помощников, то желательно держать голову ее. И даже можно холодный пакет под шею вот сюда вот поставить, а ноги опустить в тазик. Опустите в тазик с теплой водой. Если которую вы пакета нет, наберете. подойдет бутылка. Да, это расширит сосуды ног. Ага, то И есть снизить это немножечко таким образом? давление. Да. И, естественно, сразу же вызывать скорую помощь. Это это то, время. что, да, это, но в крайнем случае вы не можете ее ложить. Нельзя ложить, поскольку при повышенном артериальном давлении сосуды головного мозга испытывают большую нагрузку.
Как быть человеку, который знает о том, что у него есть риск гипертонического криза? Занести специально такую надпись и держать ее с собой с удостоверением личности или там в бумажнике, что вы страдаете артериальным давлением, что вы принимаете такие-то препараты, что у вас рабочее давление такое-то, что у вас мерцательная аритмия есть. То есть любой человек, если вам станет плохо, когда вы не сможете ничего сказать, любой человек, открыв ваш бумажник, может сразу же понять, чем человек страдает и чем надо его лечить. Гуля, у вас есть такая памятка с собой? Нет, я об этом даже не знала. Впервые слышите? Я первый раз слышу. Обязательно да, но теперь заведите. заведу, да, обязательно. А сейчас для Гули и для всех остальных зрителей я расскажу и покажу, как именно работает наше сердце. Прошу внимания на экран. Вот мы видим наше сердце, оно ритмично бьется в своем цикле. В момент систолы, то есть систолическое артериальное давление, когда мы замеряем, да, а кровь устремляется из сердца к периферии, к системам и органам, насыщая их всеми необходимыми веществами, в том числе кислородом. В момент диастолы сердце принимает в себя отработанную кровь, венозную кровь, так называемую, да, это диастола. То есть у нас бывает верхнее давление, нижнее давление. Это не что иное, как систолическое и диастолическое артериальное давление. Ну, а что происходит при самом гипертоническом кризе? Тоже происходит с нашими сосудами, с возрастом, с факторами, влияющими на развитие атеросклероза. Наши стенки становятся жесткими, становятся неэластичными. Они начинают, и сердце тогда начинает силой изгонять эту кровь с левого желудочка, с правого желудочка, и тогда начинает подниматься давление. Сердце начинает гипертрофироваться, особенно ее левые отделы. То есть вот эти стенки, с трудом изгоняя кровь, начинают увеличиваться. То есть, получая нагрузку, повышается давление, левый желудочек начинает утолщаться. А за счет чего? За счет того, что наши мелкие сосуды сужены. Нагрузка на сердце возрастает и начинается гипертрофия. То есть то же самое давление. И это давление начинает действовать на органы мишени. То есть на головной мозг, на сетчатку, на коронарные сосуды. Вот давайте остановимся на этом подробнее. Да? Какие еще органы затрагиваются вот в этот патологический процесс гипертонии? Что происходит? Давайте начнем сверху вниз. Итак, органами-мишенями у нас является головной мозг. Головной мозг. Что происходит в головном мозге при гипертонии? Сосуды шеи, сосуды головного мозга, они начинают расширяться. А если они повреждены, то есть атеросклеротически изменены или еще что-то, то там может наступить разрыв. Разрыв сосуда и произойдет инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения. Ну, я тут близко не буду. Это сосуды сетчатки. Тоже. То есть это уже глазной аппарат страдает. Глазной аппарат начинает страдать. Сердце. Само сердце, естественно. Да, коронарные сосуды. Почки. Вот так вот. И? Так. И что? Ну, в любом случае, косвенное воздействие оказывается и на печень, и на ЖКТ, и на все остальное. На все остальное. Там, где есть сосуды, там и... Плюс, конечно же, и психоэмоциональный фактор. Обязательно, обязательно. Куат Байндыевич, как распознать эту болезнь, если человек не чувствует никакой симптоматики? В начальной стадии, конечно, это очень интересный вопрос, в начальной стадии гипертония незаметна. Она так и называется – безмолвный убийца. Когда человек не замечает, не смотрит, пока у него не появятся определенные симптомы. Вот как у нашей сегодняшней пациентки. Это шум в ушах, головные боли, мелькание мошек перед глазами, носовые кровотечения и так далее. Поэтому он приходит с этими жалобами к пациенту, и тогда только выясняется, что у него гипертоническая болезнь. Вы сегодня мерили артериальное давление? Нет, у меня нет тонометра. Да, пожалуйста. Прошу вас. Пройдем. Так, правильный замер артериального давления – это тоже своего рода искусство. Расскажите нашим телезрителям, как правильно замерять артериальное давление и чем лучше пользоваться – механическим тонометром или автоматическим? Правильный вопрос вы задали, Евгений. Электронные тонометры, они, конечно, облегчают нам жизнь, но они
сбиваются, и их постоянно надо настраивать. То есть они дают ошибку плюс-минус 20-10 миллиметров ртутного столба. А это существенно, это важно? Это очень важно, тем более человек, который страдает артериальной гипертонией. Итак, обязательно человека надо посадить так, чтобы спина была прямая, ровная. Чтобы она обязательно за час до этого не пила ни кофе, ни чай крепкий, не выполняла каких-то физических нагрузок. Имеет ли значение, на какой руке мерить давление? Измерять правильно нужно на обеих руках, поскольку правая рука у правшей более рабочая и мышечная масса там больше, поэтому определенная разница на руках есть. Поэтому измерять нужно следующим образом. Человек обязательно должен сидеть, притом со спинкой, расслабившись, руку, притом манжета находится на уровне сердца, она свободна, здесь она должна пропускать 1,5-2 пальца спокойно и на 2 пальца выше локтевого сгиба. Вот. Мы измеряем давление, нагнетая воздух в манжету, мы добиваемся 200. Вот видите, у нее уже 190 систолическая, и мы потихонечку снижаемся. Вот на давление 100 уже сердечных сокращений нет. Вы немножечко волнуетесь. Безусловно, Гуля волнуется. По правилам необходимо измерять хотя бы 2-3 раза. Это синдром белого халата, вот 180. То есть уже мы видим, что давление немножечко снизилось, хотя и остается, безусловно, очень высоким. Да. Вот. А значит, мы расслабляем до конца. Когда человек волнуется, у него повышается давление? Конечно, конечно. Тем более сейчас еще телепередача идет. И третий замер. Вот 170. Она немножечко успокаивается. Посоветуйте Гуле, что ей делать. Может быть, неправильно подобран гипотензивный препарат, либо еще какая-то тактика лечения. Что ей делать и куда обратиться? Обязательно необходимо провериться у своего врача. Прежде чем прийти к своему врачу, необходимо вести свой дневник. Обычный пациент, и всем я советую, завести такой же вот тонометр, измерять 2 раза в день, утром и вечером, и смотреть в течение 10-7 дней. И с этим записанным давлением вы приходите уже к доктору, и доктор определяет и назначает препараты или какие-то методы обследования и лечения. Гуля, спасибо большое. Вы можете пройти на свое место. Спасибо вам. А возможно ли как-то самостоятельно снизить артериальное давление? Если заняться этим серьезно, то есть лечить себя, то это можно достичь. Во-первых, можно уменьшить давление на 7-8 единиц за счет того, что вы перестанете употреблять соль. Ну вот представим, это у нас в колбе. Давление. Это повышенное давление, да. Итак, мы убираем из рациона соль. Второй фактор. Мы убираем лишний вес. Так. Каким образом мы убираем лишний вес? Это, конечно, работа не одного дня. Это работа не одного дня. И, как показывает пример, можно, бросив даже употреблять, солить вещи и употреблять копченые, острые вещи, тем самым организм перестанет задерживать воду в организме. И снижаться давление будет таким образом, и вес будет снижаться. То есть мучное, острое, жирное, жареное, сладкое, соленое – все это факторы риска, которые сами по себе нагнетают артериальное давление, плюс нагнетают лишний вес, да? Плюс нагнетают лишний вес. Плюс придерживаться здорового питания, здорового образа жизни. Третье. Снижать уровень холестерина для того, чтобы наша сосудистая стенка была эластичная. Это убрать животные жиры, все животные жиры. То есть, будем говорить, продукты желтого цвета животного происхождения. То есть, опять-таки, оптимизируем режим питания. Да, оптимизировать. Вредные привычки, доктор. Естественно, курение. Курение, оно суживает наши сосуды, особенно коронарные сосуды, сосуды нижних конечностей. И необходима ежедневная физическая нагрузка. Если вы будете каждый день ходить по 2,5-5 километров, вы будете тем самым поддерживать сосудистую систему в тонусе. И вредный холестерин будет у нас сжигаться. Спасибо. Мы поняли и наглядно увидели, что от
развития гипертонии, особенно ее ранней стадии, можно избавиться и самостоятельно. То есть наше здоровье в наших руках. Не пренебрегайте нашими советами, а мы благодарим нашего эксперта за столь ценную информацию. Спасибо вам большое, и мы продолжаем. А прямо сейчас прививки домашнего питомца – залог здоровья его хозяина. Знаете ли вы, доктор Грапов, что многие хозяева, 95%, разговаривают со своими домашними питомцами? Что ж тут греха таить? Знаю, Сабина, и сам разговариваю, и знакомые мои все разговаривают. Постоянно советуем им, что можно делать, чего нельзя и так далее. Ну, я думаю, если бы животные могли бы разговаривать, они бы многое нам посоветовали. Например, о том, куда не ходить и чего не делать. Куда ходить, чего не делать. Потом, знаете, очень много заболеваний переносится от нас к животным и от животных к нам. И вот об этом я приглашаю поговорить эксперта. Сегодня у нас в студии врач-ветеринар Казахского национального аграрного университета Екатерина Матвеева. Встречаем. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, допустим, наш первый гость – попугай Кеша. Чем же может быть опасна такая милая птица для людей? Такая милая птица может переносить такое заболевание, как орнитоз. Но наши домашние птички очень редко им болеют. Чаще всего это уличные голуби, утки, куры. Вот у нас второй гость, который прямо-таки жаждет попасть под наши камеры и софиты. А вот чем опасно вот это вот милое создание? Это милое создание может передавать гельминтозы человеку, может передавать такой... Гельминтоз – это глисты. Это глисты, это токсоплазмоз, это лептоспироз. Это очень многие болезни, которые опасны для человека, особенно для женщин, особенно для беременных женщин. Вот как. Чем же они опасны? Токсоплазма – это простейшая, которая размножается в тех тканях организма, которые очень быстро делятся. А плод, развивающийся у беременной женщины, это довольно быстро делящаяся клетка. Поэтому женщине очень опасно общаться с кошками, и желательно ограничить это общение во время беременности. Ну а все-таки, если в доме живет уже кот или Кешу. Кошка, что же делать людям? Посоветуйте, пожалуйста. Обязательно проводить профилактическую дегельминтизацию, профилактическую вакцинацию, и все будет хорошо. То есть вакцинация от токсоплазмоза обязательно прививка, которая должна быть сделана коту. Ну вот он у нас уже... Ну вы знаете, наши герои увидели друг друга, и боюсь, что Кеша не особо рад этой встрече. Кеша очень нервничает. Давайте мы отпустим все-таки нашего одного гостя, да, и поговорим подробнее про Кешу. Давайте вернемся к разговору о птицах. Чем же они могут быть опасны? Орнитоз. Да, орнитоз – это та болезнь, которая передается птицами человеку. Если домашняя птица и заразилась, то это только пребывая на улице. Либо если эта птица завезена из экзотических стран и не привита. Вот тогда человек может заразиться, общаясь со своим питомцем, либо чистя клетку. А чем опасна эта болезнь? Эта болезнь поражает легкие, и очень часто люди путают ее с пневмонией. Соответственно, и лечат неправильно. Естественно. А как узнать, больна ли птица? Больная птичка выглядит вялой, она нахохлена, сидит, абсолютно не двигается, и опущена головка. Данный попугайчик выглядит довольно здоровым. Соответственно, орнитоз сложно просмотреть, если птичка им больна. Да. Довольно сложно. Для этого что нужно сделать? Обязательно привести свою птицу к ветеринару? Обязательно привести, и обязательно, если это птица из-за рубежа, попросить у людей, которые привезли, документы о вакцинации. Скажите, а чем опасен для человека орнитоз? Ну, понятно, что он поражает верхние дыхательные пути, а также легкие. Но если не лечить или лечить неправильно, к чему это может привести? К каким осложнениям? Ну, к поражению легких полностью. То есть, в частности, к развитию обструктивной болезни легких, да, вот, а также нарастанию пневмонии. Угу. Давайте перейдем к нашему следующему герою, который сидит тихо и незаметно, но, тем не менее, он там есть. Да, кто же там? Как вы думаете, кто здесь, Екатерина? Ну, наверное, собака. Какая вы проницательная. Это собака, это наша Габи. Вот.
Она очень спокойная, немножко боязливая. Чем она нам опасна? И опасна ли? Собаки, так же как и кошки, могут передавать бешенство и лептоспироз. То есть бешенство этой болезнью до сих пор можно заболеть? Да, до сих пор можно заболеть. У нас в городе и в близлежащих районах она не очень развита, поскольку мало диких животных. А в северной части республики довольно часто встречается. Каким образом может произойти заражение? При укусе. При укусе. Когда слюна попадает в кровоток. Если вас укусила собака, даже ваш питомец, что нужно сделать? Если собака не вакцинированная, срочно обращаться в травмпункт по месту жительства. Скажите, а что насчет лишая? Лишай не всегда передается людям, только в том случае, если у человека понижена иммунная система. Вы еще сказали про лептоспироз. Чем опасен он? Лептоспироз опасен тем, что он поражает печень. То есть животное, которое болеет лептоспирозом, мы сразу можем увидеть по желтым склерам, по желтушности слизистых оболочек. Ну, вроде бы наш Габа здоров. Абсолютно. А какие меры профилактики вы посоветуете всем держателям домашних животных? Ну, во-первых, обязательно пообщавшись с животным, какое бы оно ни было домашнее, не выходящее на улицу, надо обязательно соблюдать меры личной гигиены. Обязательно помыть руки и их обработать. А что касается маленьких детей? Ведь некоторые детишки, да и что говорить о детишках, буквально целуются со своими питомцами, кушают с ними из одной тарелки. Как вы к этому относитесь и что делать? Я считаю, что деток надо оградить от такого общения с животными, потому что все равно можно заразиться гельминтами. И это очень вредно для ребенка. Но здравый смысл, конечно, превыше всего. Конечно. Ну, а недавно совсем я побывала в ветеринарной клинике, где Екатерина с удовольствием продемонстрировала мне и рассказала, как правильно ухаживать за своими домашними животными. Внимание на экран! Этому котенку всего 2 месяца. И это его первое путешествие в ветеринарную клинику. По-моему, он очень волнуется. Давайте его вместе поддержим. Здравствуйте, Катерина. Добрый день. Я вам привезла вот такого маленького пациента. Посмотрите на нас, здоровы ли мы. Судя по внешнему виду, ваш котеночек абсолютно здоров. И в этом возрасте ему пора проводить вакцинацию. Вакцинация проводится, если ваше животное по внешнему виду здорово и проведена дегельминтизация. Меня интересует такой вопрос. Как маму, у которой есть маленький ребенок, насколько домашние животные могут быть опасны для детей в плане инфекций? Если вы соблюдаете все правила профилактики вашего животного, они нисколько не опасны для вашего ребенка, ни в коем случае. А вот часто показывают детей, как они целуют, облизывают чуть ли собак, кошек. Это вредно? Это вредно. Желательно от этого огородить ребенка, потому что в ротовой полости содержится довольно много микробов. И помимо всего прочего, со слюной животное может наградить ребенка гельминтами, что нежелательно. Миф это или правда, что женщинам в положении лучше избегать контакта с кошками? Это правда. Это правда, это очень опасно для женщины, опасно для плода. Токсоплазмоз – это такой паразит, который поедает, так сказать, клетки, которые быстро размножаются в организме. Быстро размножаются в организме беременной женщины именно плодные клетки. Поэтому это очень опасно. Хорошо. Ну что, вы нас отпускаете? Да, мы вас отпускаем. Вы абсолютно здоровы, можете ехать. Спасибо, наш милый доктор. Спасибо. Хорошо, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, я сделала такой вывод. Если вам дорого здоровье ваших детей и ваших любимых домашних питомцев, не пропускайте ежегодные походы в ветеринарную клинику. Сабина, я вот что понял. Если животные болеют, то чаще всего в этом вина их хозяев. Так оно и есть, Евгений, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. И при правильном уходе от домашнего животного больше пользы, чем вреда. Так ведь, Екатерина? Абсолютно. Хорошо, если это так. И теперь давайте все-таки мы определимся. Если ребенок просит завести животное, кошечку, собачку, попугайчика, хомячка, не отказывайте ему в этом. Ведь домашнее животное делает вашего ребенка более собранным, ответственным, целеустремленным. Плюс помогает ему раскрепоститься, внося вклад в его психоэмоциональное развитие. А еще дети
которые держат домашних животных, лучше читают. Это доказано научно. Ну что ж, если столько пользы от домашних животных, то я как мама обязательно подумаю в будущем, какое животное нам завести. Ну а нам пришла пора прощаться. Пусть ваше сердце бьется ровно, а сосуды будут в тонусе. Будьте здоровы!